Эдуард Валерьянович, скажите, пожалуйста, какова эпидемиологическая обстановка у нас сейчас в стране? Эпидемиологическая обстановка у нас в республике остается стабильно сложной на данный момент. Поэтому вот я сейчас хотел бы вас проинформировать. Общее количество заболевших 25 417 человек, выздоровели 21 480 человек. К сожалению, 384 летальных случая зафиксировано за все время пандемии. Эдуард Валерьянович, скажите, пожалуйста, какова обстановка с ремонтом компьютерного томографа и с его эксплуатацией в Гудаутском ковидном госпитале? Несколько дней назад российскими специалистами была доставлена трубка, которая была испорчена ранее, заменена она. Если трубка находится в режиме в перегрузе, по количеству пациентов и так далее, наплыв, нагрузка, теплообменник начинает некорректно работать, они могут дистанционно, находясь на своих рабочих местах в Российской Федерации, блокировать работу компьютерного томографа для того, чтобы он не вышел из строя. С того момента, как я подпишу акт ввода в эксплуатацию, гарантия будет распространяться на год. Поэтому там у нас есть еще определенные предложения. Хотят поставить наши коллеги из Foresight Medical, это компания, которая сегодня устанавливает трубку и все это сервисное обслуживание, поставят дополнительные аппликаторы, там медицинские программы, которые будут помогать нашим врачам. Это очень серьезная программа, которую нам дополнительно они поставят бесплатно. Далее, другой бригадой, которая занимается источником бесперебойного питания, проводится ремонт нашего компьютерного томографа. Мы все прекрасно понимаем, какие у нас сбои с электричеством, есть определенные ошибки в работе компьютерного томографа, которые и ранее фиксировались из-за перепадов напряжения. Мы на сегодняшний день хотим все ошибки нивелировать, все ошибки устранить, и только после этого я лично приеду в Гудаутский ковидный госпиталь и подпишу акт ввода в эксплуатацию. Недавно, буквально несколько дней назад, после замены трубки было произведено несколько компьютерных исследований в тестовом режиме. Компьютерный томограф работал в тестовом режиме. Вот это вот я уже, как говорится, говорил об этом. Сейчас для того, чтобы я акт ввода подписал, мне нужно, чтобы все необходимые режимы были соблюдены. Хотелось бы узнать по поводу вакцинации, сколько на сегодняшний день сделали вакцину «Спутник Лайт», и по поводу учителей, которых Минздрав обязал обязательно вакцинироваться. Как работа в этом направлении налажена? На сегодняшний день вакцинировано 2277 человек российской вакциной «Спутник Лайт». По поводу вакцинации наших учителей, да, вы хотите? Мы разговаривали и с министром образования Иналом Соломоновичем, разговаривали с городом, с медиками. Значит, будет уже выделена Синопская поликлиника для того, чтобы наши уважаемые учителя прививались непосредственно в Синопской поликлинике. Но это не означает, что если человек в районе там проживает, обязательно специально должен приехать. Может и в нашем любом пункте вакцинации на территории республики также прийти и получить вакцину. Мы создаем все необходимые условия для наших педагогов. Если есть у них такое желание приехать именно в те пункты, которые мы обозначили, в частности в Синоп, они приезжают, и по спискам все будет сделано. Еще раз повторяюсь, если человек изъявляет желание вакцинироваться по месту жительства, наши все пункты вакцинации открыты, мы с удовольствием поможем нашим учителям. Эдуард Валерьянович, какая работа была проведена за последние 7 дней, за последнюю неделю Минздрава Абхазии? Мы все прекрасно знаем, что российский мобильный военный госпиталь приехал и расквартирован на территории Айтара. Буквально несколько дней назад я в сопровождении командира госпиталя Абдул Магомедовича, в сопровождении вице-премьера господина Пустовалова посетил это лечебное учреждение. Далее мы зашли в красную зону, посмотрели, как лежат наши пациенты, как они лечатся, что они получают, как они питаются, какие есть у них пожелания, а может и замечания по работе мобильного военного госпиталя. Замечаний у наших пациентов не было. Наоборот, они все высказывали достаточно
добрые пожелания, что хороший уход, что хорошие отношения, за что огромное, еще раз хочу сказать спасибо нашим российским медикам, которые приехали в республику в столь сложное для нашей страны время. Вот. Это что касается мобильного госпиталя. Далее, ну вот Минздравом, допустим, по закупкам за этот период, что было сделано, да, вот это вот какая работа была проведена, допустим, в части медицинского оборудования, я сейчас могу вот сказать вам. Минздравом Абхазии был приобретен наркозный аппарат для отделения родовспоможения республиканской нашей больницы на сумму 2 миллиона 800 тысяч рублей. Были приобретены атмосферный испаритель, там, микроцентрифуга и так далее на сумму дозаторы, на сумму 637 тысяч рублей. Вот цифровая панель для обработки изображения рентгенаппарата Гудаутского ковидного госпиталя, она сейчас в пути, установка, тоже была приобретена на сумму 1 670 000 рублей. 4 фетальных монитора для ЭКГ отделения родовспоможения республиканской больницы также приобретены на сумму 1 330 000 рублей. В дороге на данный момент через несколько дней придет еще и дефибриллятор для инфекционной больницы, который тоже закуплен на 140 000 рублей. Там есть и бесперебойники, которые мы покупали для наших стационаров. В частности, вот по наркологическому диспансеру за 235 000 рублей. Был куплен в дороге, сейчас приедет, будет установлен, и этот аппарат будет запущен. Также, наверное, вы все прекрасно знаете, и я уже информировал, что в один период времени у нас одномоментно испортились и КТ, и рентгенаппараты и так далее. В инфекционной больнице стоит рентгеновский аппарат на базе автомобиля КАМАЗ, который тоже был какое-то время назад, он вышел из строя. Российские специалисты забрали этот кабель, непосредственно увезли, плату отремонтировали. И уже, если мне память не изменяет, 5 или 6 дней назад он введен в эксплуатацию, работает, люди получают рентгеновские исследования. В этом плане аппарат работает. Далее Минздравом был приобретен УЗИ-аппарат экспертного класса за 1 000 000 рублей для инфекционной больницы. Теперь в красной зоне находится аппарат ультразвукового исследования. Больные непосредственно там получают эту услугу в виде ультразвука. Ситуация с кислородом, да, она действительно во всех регионах России, когда ситуация с кислородом вставала остро, это очень такой наболевший вопрос. Я вам еще раз хочу сказать, что у руководства страны эта ситуация находится на круглосуточном контроле. Я вас уверяю, что мы все отслеживаем, где наша машина находится, на каком она этапе находится, сколько у нас запасов кислорода, какие у нас резервы по кислороду, потому что кислород у нас в основной массе завозится с Российской Федерации. Вот сегодня приехала машина с 8 тоннами кислорода для Гудаутского ковидного госпиталя из Новороссийска. Также сегодня 8 тонн кислорода было выгружено в СФТИ. Вот так вот для справочки могу сказать, что за 5 дней 16 тонн только было доставлено в Гудаутский ковидный госпиталь кислорода. Это 16 тонн в эквиваленте, это 1850 баллонов, ну в среднем где-то так. Вот такая ситуация. Также мы обеспечиваем кислородом и российский военный мобильный госпиталь. В сутки в среднем потребление кислорода от 110 до 120, может иногда 130 баллонов, 5, а то и 4, а то иногда 5 раз машина ездит и заправляется на станции. Помимо привозного кислорода, у нас есть еще станция Новорайонская, где тоже производится кислород. К сожалению, она не всегда может работать бесперебойно. Были такие случаи, когда она выходила из строя, я эту ситуацию озвучивал, и российские специалисты приезжали, налаживали эту станцию, и она заработала. Но вот буквально вчера, может это кто-то и не знает, это наши внутренние такие моменты, но учитывая катаклизмы, которые происходят, вчера ливневые дожди были, затопило нашу станцию кислородную, выключился свет, но это не помешало работе наших госпиталей. Все были предупреждены. В круглосуточном режиме ночью с Гудауты были заправлены кислородные баллоны, ротировали. Было несколько поездок и в госпиталь
с кислородными баллонами. В 2 часа, если мне не изменяет память, по-моему, в 2 часа это было, мы были на связи, запустили нашу станцию кислородную, за что огромное спасибо столичному СУЭС персонально. Хочу вот выразить слова благодарности, учитывая те сложные погодные условия, когда по колено вода вообще в городе, наши энергетики помогли нам и запустили нашу станцию. Но я вас еще хочу уверить в том, что всегда планируется резерв для того, чтобы, неважно, какие погодные условия были, чтобы в республике был резерв. Так как наша машина вчера, которая везет кислород, находилась в Сочи, когда там был ураган. Вы знаете, повалило деревья и так далее. Поэтому мы вот эти моменты и по прогнозу погоды отслеживаем. В ежедневном формате руководству страны докладывается, на каком этапе машина, сколько будет кислорода, какой у нас резерв и какие у нас планы по наполнению баллонов, как станция работает. Допустим, она испортилась, станция, тут же включается руководство, информируется. В этом направлении ведется большая работа. Вот у нас по Артлегии 50 упаковок мы получили. Сейчас еще одна большая заявка тоже на 50 упаковок Артлегии, она пошла в Российскую Федерацию. Ждем на днях, наверное, поставку. За последние 20 дней на борьбу с ковид потрачено 19 миллионов 726 тысяч 338 рублей. Всего за весь период с начала пандемии 527 миллионов 983 тысячи 36 рублей. На данный момент в лечебных учреждениях ковидного профиля находится 208 пациентов, из них 63 в Гудауте, инфекционная больница 24, Ткварчал 12, Ачамчира 23, Гагра 16, госпиталь российский 70 пациентов. Вот, поэтому такие цифры. На борьбу с ковидом все, что необходимо, выделяется. Хотел бы также еще отметить, что благодаря нашим российским медикам, которые приехали в Республику Абхазия, мы немного разгрузили наши лечебные учреждения. Понимаете, есть такое понятие, как даже усталость металла. Металл устает, а человеческий фактор, наши коллеги уже 1,5 года находятся на передовой борьбы с ковидом. Поэтому на сегодняшний день, вот я же эту цифру сказал, что Гудаутский госпиталь 63 пациента, да, были цифры, когда там за 200 пациентов было, и были пиковые нагрузки. Если вы все помните, мы неоднократно об этом говорили, когда июль месяц был очень для нас тяжелый. На сегодняшний день в основном корпусе Гудаутского ковидного госпиталя закрыты 2 отделения нами. Они закрыты целенаправленно. Учитывая тот период времени, когда там находятся пациенты, мы его, учитывая то, что разгрузили ковидный госпиталь, закрыли эти отделения на мойку. Но есть такое понятие, по санэпидрежиму надо планировать мойку отделений. Значит, эти отделения сейчас в стадии обработки, они будут законсервированы. Планируется отделение закрыть 2-го этажа инфекционного блока, который вот отдельно стоит. Вот, тоже планируем это сделать. Будем смотреть по количеству пациентов, переводить, наверное, в основной корпус. Далее будет отделение также закрыто на мойку. У нас открыты 2 лаборатории по ПЦР-диагностике в Гаграх и в Ачамчирах. Поэтому вот сейчас хочу вам сказать, по Гагра мощности до 200 исследований в сутки ПЦР. И Ачамчира до 100 исследований в сутки. И это тоже большое подспорье, разгружают нашу центральную лабораторию по диагностике, ПЦР-диагностике. Хотелось бы узнать о взаимодействии и консультации вот с российскими врачами по поводу лечения больных коронавирусом. Насколько налажена эта работа для определения вот протокола лечения? Этот вопрос актуален в связи с высокой смертностью в наших больницах? За тот период, когда вот уже начало пандемии, очень много специалистов приезжало и в ротационном порядке в виде там бригад, которые приезжали. Наши коллеги сдружились со многими из наших российских коллег,
которые сегодня находятся на территории российских своих лечебных учреждений и также занимаются лечением ковида. Есть человеческий фактор, когда на уровне дружеских отношений консультируются, советуются. Также есть крупные лечебные учреждения, которые нам неоднократно помогали и не отказывают никогда. Если какие-то есть сложные случаи, мы можем приглашать специалистов. Были такие случаи, когда мы на место суда приглашали выездных специалистов для того, чтобы обсудить какого-то больного, обсудить больного и определить тактику. В этом плане, работа никогда не приостанавливалась, она всегда идет. И вот этот наш коллегиальный медицинское взаимоотношение, оно никогда не прекращалось. И еще раз хочу обратиться к нашим уважаемым гражданам. Ситуация сегодня в стране, как вы знаете, стабильно сложная. Есть незначительный спад, я его так называю, заболеваемости, но это ни о чем не говорит. Нельзя, как говорится, расслабляться и подумать, что нас это все может как-то стороной обойти. Все те рекомендации, о которых говорит все медицинское сообщество, их надо выполнять. Еще раз просто по-человечески обращаюсь к нашему обществу. Носить маски, соблюдать дистанцию – это очень важно.